Пещера Абраскил относится к сталактитовым пещерам галерейного типа. В ней можно встретить весь набор достопримечательностей. Потолки покрыты тысячами молодых сталактитов, галереи сталагмитов, сросшиеся колонны сталагнатов. Поражает своими масштабами огромный сталагмит высотой около 10 метров. По преданию, именно к нему и был привязан наказанный Абраскил. Протяженность пещеры Абраскил составляет 2700 метров. Но для туристов есть отведенный специальный маршрут. Он составляет всего 500 метров. Для тех, кто хочет посетить, при входе выдают специальную обувь, резиновые сапоги. Температура в пещере всего лишь 14 градусов, и она не меняется ни зимой, ни летом. Из пещеры берет начало небольшая речка. По ее подземному руслу и проходит большая часть тура. Поэтому все туристы обеспечиваются специальной обувью. Из-за невысоких температур внутри потребуется и теплая одежда. Пещера довольно интересная хотя бы из-за того, что экскурсия проходит по колено в воде. Хорошая подсветка сталактитов и прочего приводит посетителей в восторг. Так как мы приехали из Москвы на машине, решили обследовать Абхазию самостоятельно и поехали в эту пещеру. Нас поразило то, что здесь вода. Обычно везде какие-то леса, ступеньки, по которым можно ходить. А здесь все так первобытно и интересно. Для нас это впервые огромное-огромное впечатление. Очень понравилось, все так необычно, как в старину, как будто цивилизации вообще здесь нет в этой пещере. В общем, вообще, да, это изюминка. Абхазия очень нам ваша понравилась, прям природа необыкновенная. Что касается туристического сезона, то в этом году пещеру открыли раньше запланированного срока из-за количества туристов. Как рассказал директор пещеры Абраскил Астамур Адлиба, за то время, что пещера была закрыта на зимний сезон, удалось привести в порядок освещение. Появились новые ступеньки, чтобы посетителям было проще и быстрее проходить маршрут. Если в прошлом году одна группа проходила весь путь за час, то сейчас, благодаря реконструкции, этот путь можно пройти за 40 минут. В этом году у меня в плане побольше инструкторов, чтобы турист приехал, чтобы не ждал. Сколько их у вас сейчас? У меня 4 сегодня. В этом году будет 4 человека. И они будут работать ежедневно вместе, все вместе. А раньше были у нас по 3 дня, они успевали. А сейчас, я боюсь, не успеют. Я взял 4 человека, они будут каждый день находиться здесь. Человек 15-20 мы сразу запускаем. Задержки никаких не будет. Недалеко от входа в пещеру можно увидеть развалины 2 сторожевых башен Великой Абхазской стены. Ее еще называют Киласурской стеной. Великая Абхазская стена тянется от устья реки Киласур по предгорью и спускается к устью реки Ингур. Из 279 выявленных башен в системе Великой Абхазской стены 275 приходится на участок Киласур-Ткварчал. Около сотен башен находятся в удовлетворительном состоянии. Остальные частично или полностью разрушены, отметил Батал Кубахи. Нам очень важно, чтобы вот эти объекты, они как бы за ними следили. Ну, насколько я знаю, раньше они были очень заросшие. Сейчас они более-менее в расчищенном состоянии. Видим, по всей видимости, это вот тот, кто здесь занимается туристами, не расчищает. Но мне хотелось бы еще больше, чтобы они были почищены. Мы их сейчас инвентаризуем, даем свой номер. У нас Киласурская стена идет под единым номером. Но на самом деле есть необходимость к этому единому номеру и раздробить его на другие. Почему? Потому что есть вопрос охраны, вопрос полномочия. Это находится в Ачимчирском районе, та часть в Гуль-Рифском районе. Периодически нам приходится обращаться в местные органы и идентифицировать объекты на их территории, потому что, соответственно, закону они несут ответственность. В прошлом году в Абхазии впервые была профинансирована государственная целевая программа по инвентаризации объектов культурного наследия. Программой предусмотрены мероприятия по установлению зон охраны объектов историко-культурного наследия страны. Рената Шакая, Беслан Джинджоlia, Абхазское телевидение.